Так, всем привет. Просили записать катку на Лешаке. На Лешаке будет у нас играть мидер команды One Win Squadix. Он достаточно плотный лешак и один из немногих, кто, в принципе, на просто не играет на этом самом Лешаке. Вот про Старбаю у вас всегда 4 ветки танго Ферик на максимальные статы, на быстрый ботл. Вот из-за того, что он в смоке, сейчас, скорее всего, пойдет ставить вард на вражеское ХГ, потому что он в смоке быстрее добежит, чем любой герой. Прокликивает всех врагов, чтобы узнать, что у них в целом там по баям, сколько у них ресурсов и так далее. Стоит аккуратненько на лестнике, чтобы если герой подойдет, сразу же нажать молнию, замедлить и убить. Либо если выйдет только один герой, можно под другой что-нибудь стан тиммейта вкачать диаболик. Но это очень редко. Сразу же стопит крипов. Матчап у него будет в беста. Матчап достаточно простой, потому что это милишник. Беста можно подловить на том, что он будет качать вот здесь ваши кемпы. Если он здесь потратит первый спел как-нибудь, то можно за это его, пачку все за тауэр повести, вражескую, убить ее быстренько и вот сюда подбежать, возможно, его пробить, если он вот отсюда не будет оббегать. Он вот так старается добивать как можно больше крипов, не жалеет молнию на крипа, если это нужно, если ему тычки не хватает. Потому что молния по мане дешевая, когда что очень мало. Хочет себе просто быстрый ботл провести. Без в это время пачечки выпуливает, тоже себе там апает левел. Скиллпоинт на втором левеле и третьем вы всегда холдите. Ну, на третьем иногда, если понимаете, что ничего не произойдет, можете молнию в 2 качнуть. Вот так скиллпоинт холдите, чтобы если вдруг вас задавит, вы ошибетесь, можете вкачать стан там, условно, и застанить героя и выжить. Если, наоборот, враг ошибется, как-то окажется на линии без пачки, сразу же качайте Диаболик 2, кидаете молнию и бежите под диаболиками в него. Вот в целом, беста он на третьем левеле не убьет, поэтому, скорее всего, возьмет просто молнию в 2, чтобы пробивать как-то его. Сразу же себе хочет купить быстрый тапок. Стик покупаете только если вы стоите в матчап, где вражеский герой спамит, и при этом у него есть эскейп какой-то. Но тут у Биста, конечно, есть эскейп, но он спеллами сильно не спамит, поэтому он себе будет брать быстрые арканы просто. Почему именно важен этот самый, наличие эскейпа и спама? Потому что вы себе на лешаке хотите купить арканы под левел 6 и задавить за героем. Если у врага есть эскейп, и он спамит спалами, допустим, пак, шторм какой-нибудь, эмбер, то вы себе принесете арканы под level 6, а задавить вы не сможете, потому что враг просто уйдет. Но при этом из-за покупки стика у вас просто вначале будет много ресов. Без 100 нет смысла в этом стике, потому что он, второй спел нажимает на пачку, и то вы, скорее всего, заряд стика не получаете, потому что он ее куда-нибудь выпуливает и только потом жмет кнопку. Вот, подлавливает его тут аккуратненько, пачку себе за тауэр выпулил, чтобы к бесту ближе быть. Сейчас, скорее всего, его убьет, если мисс не выпадет. Ну, закономерный мисс. Сейчас каждый мидплеер почувствовал боль Сквадикса. Старается слишком сильно линию не впушивать, чтобы враг не смог у себя по таурам качать крипов, чтобы у врага всегда был риск подходить к пачке и, соответственно, умереть за то, что он подошел к пачке из-за диаболиков. Если будете впушивать пачку в чела, то он просто будет у себя по таурам мансить там за кустами и так далее. Поэтому к врагу по тауэр пачку лучше никогда не заводить на лешаке. Если собираетесь в катке покупать юл, допустим, против Акса какого-нибудь или против там Марчидов, то можете после арканов донести себе Виндлейс на будущий юл, соответственно. Если нет, то после арканов всегда стики и потом быстрый блинк. Аккуратненько держит пачку на одном месте до левела 6. Как только апает левел 6, сейчас просто будет бесконечно качаться. Потому что с левелом 6 он уже может давить по тауэр, даже зная там о наличии вот этих кустиков и так далее. Потому что ульта... с ультой он может куда угодно побежать, а с диаболиками... Только с диаболиками он себе этого позволить, к сожалению, не может. Тут идет выход от саппортов, за это Бист сейчас просто умрет за секунду. Бежит всегда на лешаке вперед, просто чтобы
как можно дольше дамажить диаболиками и ультой. Сразу же сейчас побежит на активку, и потом, если будет хорошая активка, выйдет, скорее всего, в бот, потому что там давят. Вот, решил не бежать, а сразу тэпнулся. Сразу же нажимает диаболик, ульты убивает бедного гирокоптера. Не теряя времени, сейчас бежит на мид, чтобы, потому что там сейчас пачка выйдет, чтобы ее не профукать. Обходит через верх, через двойку, потому что у него такая привычка, ну и в целом может кто-нибудь выйти, если он пойдет по речке ночью, в него может кто-то выйти из ноувижна и убить его, поэтому у всех опытных мидеров привычка такая, что они по речке и на линию никогда не возвращаются, что там после рун, что после ганга какого-нибудь. Всегда они возвращаются либо через двойку, либо, если после руны, то возвращаются по лесенке. Ну, если какая-то ситуация, где на мапе особо никого не видно. После того, как максили диаболик, берете стан в 1 на 8 уровне, потом молнию докачиваете в 3, в 4 берете молнию только если играете в самонеров, там, в Ликана, в Бестмастера, чтобы этих самонов пробивать. Если самонеров нет, то молния в 4 не имеет смысла. Почему? Потому что молния в 3 докачивается, чтобы замедление на левеле 3 длится столько же идеально, сколько и подготовка стана от первого спелла. Анимация плюс подготовка. С молнией в 4 там уже ну, времени чуть больше, поэтому молния в 4 вам не нужна. Потому что фармите вы ультой своей, поэтому молния берется просто, чтобы идеально станом продлевать. Контролит каждую активку, колет сапов, играть под мид. Ну, так как они уже, ну, понятное дело, сыгранная команда, скорее всего, не колят, а у них уже это, ну, само собой разумеющееся действие, сыграть под мид. Дефолт просто. Но если вы играете там с друзьями, которые, ну, не очень опытные, так скажем, и либо просто в соло-пабликах, то можете колить сапов, выйти под мид, чтобы сделать килл какой-нибудь и так далее. После блинка всегда покупаете Каю. Дальше уже у вас идет выбор либо взять БКБ и потом Каю Сашу, либо Каю Сашу Шиву. Каю БКБ берете только если вы хотите подраться, а у врагов там какой-нибудь Леон, Шаман, ну такие вот герои, которых без БКБ подраться невозможно. Вот здесь таких героев нету. Здесь, в принципе, из станов только третьей вилки, который 1000 лет кастуется, и ультбеста, который сквозь БКБ. Поэтому БКБ он будет добирать в лейте просто, чтобы его Тимбер не шотал. Пока что он возьмет себе просто фасткаю Сашу и какую-нибудь Шиву. Пока не было маны, сразу же пошел на баску, чтобы под руну у него были ресурсы. Если бы не спавнилась руна в этот момент, то он бы просто, скорее всего, отпился Кларити и пошел бы в лесу покачался. Так как тут нужно было идеально выйти под руну, он побежал на базу. Качивает быстренько пачечку ультом своим, чтобы тауэр допушить. Ничего не боится, потому что он сейчас самый сильный герой на мапе. Даже если в него кто-то 2, 3, 4 героя даже выйдут, он их всех убьет. Ну, либо как минимум они его не убьют. Шаману помогать не хочет пока что убивать Тимбера, потому что второй спел КД. Как только откидаешься второй спел, захочешь какой-то мув сделать. Да, вот откидаешься второй спел, сразу же нападает в беста. Талик на 10-м скипать, потому что там оба талика слабые. Один на армор, другой на манреген. Вот. Один на 1,5 манреген, другой на 4 армора. Они очень слабые. Поэтому лучше вкачать первый спел, который вам даст урона и больше радиуса. Понимает, что он доминирует, его команда тоже доминирует, поэтому играет агрессивно, хочет постоянно впушивать мид, чтобы забирать активки все, каждую, чтобы не отдавать их врагам. Сейчас возьмут активку и зайдут к врагам в двойку просто. Но активка, к сожалению, в боте появилась, поэтому сразу зайти не получится. Как активка появилась в боте, сейчас пойдут играть в большой лес вражеский. Либо поставят какой-нибудь опс, либо просто будут ждать, пока кто-нибудь на карте появится. Хотят в лесу найти вражеского керри. Аккуратненько со спины его обходят.
Можете в целом такие мувы делать соло даже. Сами себе покупать смог и сами искать врагов. Именно одного врага какого-нибудь вот такого вот. Потому что урона у вас предостаточно. Вот. Ну, в идеале, конечно, делать это хотя бы с +1 сапом, если позволяет, так скажем, команда, если она вас слушает. Сразу же тэпается дефать вышку в топе. Покупает КСАшу, потому что она очень много дает лишерку и, в принципе, практически каждому мидеру, который честно нажимает кнопки по типу Эмбера, Шторма. Дальше, скорее всего, будет брать Шиву, либо БКБ. БКБ просто, чтобы его не шотал Тимбер с вилкой, и от ульты Гиры не страдать, чтобы Шиву просто, ну, потому что Шива имба. Она и дэмэдж даст, и гирокоптер будет там бить медленнее. И все, короче, у него хорошо. Контролит активку сразу же. Хотят играть сейчас под топ. Почему они хотят играть именно под топ? Они, допустим, открыть Т2 в миде, пока враги в топе, потому что сейчас на 15 минуте будет переходить Рошан в топ, и они его хотят там, соответственно, забрать. Поэтому они себе сейчас будут расчищать здесь путь, чтобы на 15-й сразу же убить Рошана. Ну, не сразу же, там плюс-минус просто. Сейчас убьют Тимбера, пушат пачку. Если подвернется момент, то просто под Тамбой и Змейкой заберут этого самого Рошана. Поэтому сейчас просто здесь будут агрессивно стоять и впушивать пачки. Опять же, вы это можете делать в некоторых ситуациях одни, если позволяет ваш нетворс это делать по сравнению с врагами. И, ну, соответственно, расположение героев на карте, если позволяет так делать. И также всегда учитывайте наличие ТП у врагов. Старается фарм свой максимизировать, агрит там сразу 2 кемпа и качает их. Вот сейчас, как только Рошан перейдет в топ, скорее всего, будут его идти забирать после какого-то килла. Убить, к сожалению, не получилось. Сразу же идут в Рошана. Подождали активку. Если бы заспалилось в топе, сразу бы смаканулись, скорее всего. А так просто побежали в бот, чтобы не забрала ее вилка. Идут в вражеский лес, чтобы поставить здесь вардики агрессивные и ловить их здесь врагов на каче кемпов. Отпушивают пачки за товарами, стараются, возможно, найти кого-то. Здесь в спине в лесу может быть. Либо просто вот сейчас, если вилка тут останется, они прямо сейчас нажмет Shadow Realm и ТП на базу, то она за это умрет просто за секунду. Да, так и получается. Выбили глиф. Отлично. Сейчас добьют Т2 и будут играть уже под топ, потому что скоро будет Торментор. Сейчас отпушит здесь ласпачку и будет уже муваться под топ. Возможно, тэпнется, если какой-то файт подвернется. Но решили в итоге смакнуться, потому что знают то, что ну, враги 100% находятся в топе, в двойке, либо в лесу под Визном. Центральную башню сил света атакуют. Обходят их с двух сторон. Даже с 3. Заметьте, прыгнул не Виспа, который был ближе всего, а сразу же в гирокоптера, чтобы, ну, потому что это, очевидно, приоритетная цель. Понимают, что после того, как они подрались в топе, вражеские герои сразу же пойдут распушивать бота и играть в боте, поэтому у них заранее есть здесь обсервер. Соответственно, пока тут будет Нага иллюзиями распушивать, либо, возможно, в других играх у вас будет распушивать, допустим, ваш керри, он сразу же мувается в бот, чтобы подловить героев на том, что они пойдут качать лес. И также, помимо того, что они могут здесь подловить героев, им еще нужно дефать опс, который они поставили, потому что опытный сап пойдет, ну, снимать, пытаться этот вард. Вот так и получается в итоге, что они подловили тут героя, сразу же прочитали биста этого. Ну, был бы не бист, был бы любой другой герой, скорее всего. Мид не допушивают, потому что они хотят просто максимально впушить топ, чтобы забрать Торма, и плюс на 21 будет Виздом Руна, чтобы, возможно, ее еще отжать. Я жду здесь аккуратненько героев на пуше пачки. Сразу же их ловят. К сожалению, оказалась засада.
Но Лишак с Аегисом ничего не боится в целом. И файт они здесь все равно перевернут в свою пользу. Дальше уже купил себе Шиву. Башню сил света атакуют. Допушивают сейчас топ. И пойдут в Торма. Команда и без него заберет Торму в топе, потому что сейчас Сапа апнулся. Сам он пошел активку контестить. И, скорее всего, он понимает, что в топе он не нужен на Торме. И пойдет мид отпушивать, либо килл какой-нибудь искать на Сапе, который сейчас, опять же, он понимает то, что какая-нибудь вилка захочет сейчас пойти довардить лесочек, поэтому он под бином стоит, чтобы и в топе если что вард дефать, и вот здесь вот вард дефать, и аккуратненько вот здесь вот стоит. Враги, в свою очередь, тоже это понимают, и вот закинули вот сюда вот скан, чтобы понять, Лишак ждет их или нет. Но Лишак умный, встал чуть дальше, опс, вилка ломает, сейчас пойдет дальше, и за это умрет просто. Так и происходит. Биста, скорее всего, не поймают. Потому что еще... Не, ладно, поймали в итоге. Нормально. На Лишаке зареактил, помог здесь. Стараются впушивать все 3 линии по КД, чтобы было легче зайти на ХГ. Но если сейчас не получится, у них зайти на ХГ будут ждать Next Рошана просто. Сейчас из врагов там кнопки выбьют какие-нибудь. Драться они здесь не хотят, потому что преимущества у них никакого нету. Ждут либо ошибки врага, если какой-нибудь Бист слишком на первом спелле далеко улетит, либо Тимбер там как-то занаглеет. Вот. Но в них идти они не хотят. Как только резнится условный Рошан, второй, уже заберут Рошана, и с баннером могут зайти даже в целом через мид, либо, ну, вообще по любой стороне. Просто отпушивают пачки, ждут Рошана, и, ну, плюс ждут шмотки. На Лишраке это БКБ, на Наге там Шардик себе хочет, на Шумане все есть, на Андайнге себе тоже БКБ хочет, и Медуза себе ган сейчас дофармливает. Поэтому аккуратненько качаются просто. Не агрессируют никак, не закидывают игру. Ищут здесь, скорее всего, какого-нибудь героя, который пачку отпушивает, условного Беста, который постоянно им в спине отпушивает пачки и гейтуется. В итоге поймали Тимбера здесь. Сейчас пойдут... А, там и так на Горошана чекнуло. Также, опять же, не забывает контролить каждую активку. БКВ прилетело, ждут ночь и ждут Рошана. Опять же, на ХГ не заходят, смоки никакие не нажимают, просто качаются. И максимум, что они могут, это если сейчас в топе какой-нибудь биз захочет отпушить пачку, они за это, ну, его убьют просто. Или он там сейчас, герокоптер вышел, и они за это их убьют сейчас просто. А я и Нага застряла. К сожалению, получится здесь только Веспа оставить. И заметьте, на Шамане понял то, что тут, ну, справляются, ясно дело, без него, и понимают то, что сейчас будут пачку отпушивать в миде плюс в боте. Поэтому сразу же мувается в мид, аккуратненько вот здесь вот ходит, чтобы его какой-нибудь рандомный вард не зацепил, и вот сейчас поймает этого Беста просто. Потому что он заранее знает, что тут будет отпушиваться пачка каким-нибудь героем. Так и происходит. Даже если его сейчас не убьют, то, что они БКБ выбили, это уже хорошо. Да, в итоге, к сожалению, не убили. Но БКБ выбили. Зная о том, что Беста нету БКБ, они могут сейчас забрать Аршана и пойти на ХГ через мид, потому что ответить враги им никак не смогут. Вот. Если бы БКБ было, они бы, ну, заходили через любую другую линию. Ну, может, они и так через бот пойдут на верочку. Верхнюю башню сил света атакуют. Уже с баннером. Сейчас просто, да, пойдут через мид, потому что в боте пачка
далеко очень. Отпушивать ее сейчас падлу, пока там еще БКБ, по идее, нету. Да, БКБ еще 13 секунд. Вот, не теряя времени, просто ставит баннер и пушит мид. Верхнюю башню сил света атакуют. Центральные казармы сил света разрушены. Нижнюю башню сил тьмы атакуют. Центральные казармы сил света разрушены. Верхнюю башню сил Аккуратненько света спушили мид, теперь ждут пачку в топе, чтобы спушить топ. На Лишаке на рожон никуда не лезет, не прыгает, эту минуту дефать, потому что понимает, что она башню сил неубиваемая, да еще и с Эгисом. Поэтому просто выжидают идеального момента. И, ну, в принципе, они не хотят драться там, где уже Нижняя сломали башня сторону. сил света разрушена. Хотят вот здесь вот файт принимать. Силы света укрепили свои сооружения. Но вот в итоге подождал момент, пока его хотел обойти вражеский саппорт, и сразу же убил его за это. Верхние казармы сил света разрушены. К сожалению, единственная смерть Лишака произошла. Пока в ТР не наблюдает, просто за тем, что на карте происходит. Хотят забирать сторону в боте. В топе, конечно, стоит барак, но все равно пока вилка была в таверне, выгоднее было зайти через бот, чтобы спушить последние Т3 и, ну, доломать уже здесь лучше два барака, чем один барак в топе. Как только вилка реснулась, сразу чуть выходит, потому что у Медузы КД ульта, у Лишака там чуть-чуть до хикса. Пошел контролить активку, в это время команда решила нажать смог. Сейчас просто пока день, они могут встать на ХГ к врагам, и они будут видеть все вражеское ХГ, и при этом враги их видеть не будут. Но в итоге решили встать просто сзади Медузы. Нижняя башня сил света разрушена. Лишак просто прыгает, и здесь под ПКБ всех разваливает, без шансов. И враги сейчас уже напишут ГГ. Скорее всего. Казармы сил света атакуют. Вот такая вот каточка получилась. Пишите, какого следующего героя записать, какого героя вы хотели увидеть, или, может, хотели бы увидеть определенного игрока на миду. Вот. В описании к ролику есть ссылка на группу, если хотите записаться на коуч. Вот. Всем спасибо.